Приближается пора каникул. С 1 июня начнется летняя оздоровительная кампания. На базе 20 пришкольных лагерях будет закреплено более 9 тысяч детей по 3 тысячи в одну смену. Также свою работу начнут и стационарные лагеря. Особое внимание будет уделено детям военнослужащих, участникам специальной военной операции, также детям-сиротам и состоящим на различных профилактических учетах. В стационарных лагерях мы планируем отдых для детей в количественном составе 715 человек. Это лагерь имени Комарова в Троицкой и лагерь «Молодой патриот», город Малгобек. Пришкольные лагеря – это на базе наших школ, 29 школ, будут развернуты лагеря дневного пребывания. Там у нас охват детей планируется 2949 человек. Помимо наших лагерей стационарных, мы еще планируем выезд детей за пределы республики. Это будет лагерь Кабардино-Балкарии. В настоящее время ведутся тендерные работы. А с середины июня будут туда направлены порядка более 400 детей. На проведение летней оздоровительной кампании предусмотрено около 20 миллионов рублей. Путевка обойдется родителям в 6657 рублей. Пребывать в лагере дети будут 21 день с 8 утра до 2 часов дня. Инклюзивные смены пройдут на базе 4 пришкольных лагерей дневного пребывания с охватом 460 человек. Туда входят 360 детей с ограниченными возможностями здоровья и 80 детей-инвалидов. Также в этом году будет действовать особая форма воспитания. Этим летом мы направили во все школы новую программу воспитания, которая разработана Министерством просвещения и науки Российской Федерации. Также мы направили, будет работать у нас программа в соответствии с методическими рекомендациями общероссийского движения детей и молодежи. Это движение «Вперед» РДДМ. Тоже мы направили эти рекомендации. Вся программа отдыха будет построена в этом году по новой программе воспитания и по тем рекомендациям. Отдельное внимание будет уделено питанию. Проводится особый контроль отбора поставщиков пищевых продуктов. Меню будет соответствовать санитарным нормам. У нас определены поставщики продуктов питания, которые себя зарекомендовали. Это те поставщики, которые поставляют горячее питание в школы и сады. Этот список мы направили в Роспотребнадзор. Все продукты, вся продукция, как хранится, откуда привозится, это все проверяется. Там у нас идет сильнейший контроль. Никаких отравлений за прошлые годы у нас не было ни в лагерях, ни в школах. За этим мы очень сильно следим. Веселый и активный отдых за пределами интернета. Вот что ждет воспитанников лагеря. Для этого будут предусмотрены площадки со всем инвентарем, беседки, игры, музыкальные и другого рода творческие мероприятия. Дети будут находиться под наблюдением работников организации отдыха, которые уже 20 мая посетят Институт повышения квалификации. Малика Измайлова, Абдуллах Алукоев, Новости 24.